В эфире новости. Коротко о главном к этому часу. В студии Айгуль Мукей. Здравствуйте. Президент страны принял министра финансов. За 3 месяца в госбюджет поступило 4,5 триллиона тенге. И сегодня, по словам Мади Такиева, ведомство проводит работу по оптимизации непродуктивных трат. В частности, сокращаются госрасходы на более чем 300 миллиардов тенге. Их направят на экономически целесообразные проекты. Продолжается работа им по модернизации таможенной инфраструктуры. По словам главы Минфина, результатом этой работы станет увеличение пропускной способности пунктов до 6 раз, сократит время прохождения в 2 раза, а также позволит круглосуточно проводить досмотр товаров. Кроме того, Мади Такиев сообщил и о планах по реформированию системы государственных закупок. Заслушав отчет, Касым-Жомарт Токаев поручил ведомству цифровизировать налоговое и таможенное администрирование. Пожизненно лишать свободы за производство наркотиков и ужесточить контроль за оборотом сильнодействующих веществ. Такие изменения в закон приняли сегодня в первом чтении депутаты Мажилиса. Ежегодно число нарколабораторий на территории Казахстана увеличивается. Об этом свидетельствует неутешительная статистика. Если в 2019 году правоохранительные органы прикрыли работу 3 лабораторий по производству наркотиков, то за 4 месяца этого года их число составляет больше 30. Из оборота изъяли свыше тонны наркотиков, почти половина из них – синтетика. Напомню, на заседании 3-го национального Курултая глава государства дал поручение усилить борьбу с наркооборотом. Анализ текущей наркоситуации свидетельствует об активизации в Казахстане преступной деятельности по налаживанию сети подпольного производства синтетических наркотиков. Предприимчивые наркодилеры наладили устойчивые схемы транспортировки оборудования и химикатов, прекурсоров для производства синтетики в промышленных масштабах. Борьбу с наркопреступностью необходимо начать с пресечения незаконных поставок прекурсоров и лабораторного оборудования. Это наиболее эффективная мера. Поэтому считаю, что поправки, которые вносятся в закон, помогут в борьбе с одной из главных проблем человечества. В Казахстане стабилизируется ситуация с паводками на большей части страны. Об этом сообщает оперативный штаб МЧС. Под особым вниманием река Урал в Атырауской области. Спасатели и военнослужащие продолжают работу по укреплению берегов. На востоке отмечается повышение уровня воды в реках. Причиной тому стали обильные осадки в регионе. Тем временем казахстанцы, пережившие половодье, продолжают возвращаться в свои дома. По данным МЧС, таких на сегодня 43 тысяч человек. Тогда как в эвакопунктах остаются почти 6,5 тысяч граждан. Впрочем, число это ежедневно сокращается. И еще одна информация. «Звездный гид» – так называется проект Национального музея, который существует с 2015 года. На этот раз экскурсоводами стали заслуженный деятель Казахстана, композитор Тулеген Мухамеджанов и народная артистка Казахстана и Татарстана Нуржамал Усинбаева. Они знакомили посетителей с залом Астана, отметив, что немного волновались в непривычной для себя роли. А в рамках проекта также представили выставку своих личных вещей, переданных в фонд музея. Это сценические костюмы, книги и музыкальные диски. Вообще, моя первая профессия – историк, и в таких местах, в том числе как музей, мы познаем нашу историю. Рад принимать участие в данном проекте, выступать в роли гида, но мне также хотелось бы сохранить о себе память здесь, в музее, и передать наше наследство будущим поколениям. Здесь мои вещи пригодятся больше, нежели они будут лежать у меня дома. И на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Полную картину этого дня мы представим, как всегда, в 20 часов 30 минут в программе «Новое время». До встречи.